просьбой о присоединении к России. Они нашли для себя здесь новую родину. И с первого дня активно включили в защиту своей родины. Несмотря на то, что царская Россия была недоверие к мусульманским народам, их не призывали в армию, но первые генералы мусульман в Российской империи были именно талыши. Первый генерал-лейтенант был Мир Мустафа Талшинский. Получил еще в 1810 году лично Александр II император присудил ему это звание. И дальше пошли до Азии-Асланова где-то 19 генералов талышей в составе российской и потом советской армии сражались. Вот талыши так защищали свою родину всегда, считали это наша родина общая. Хотя, конечно, очень прав товарищ генерал, когда говорит, что талышский народ не достоится такому же вниманию, как он сам относился к своей родине. В 30-х годах часть нашего народа была депортирована в Среднюю Азию и Казахстан. Этот народ, по сути, является репрессированным народом, до сих пор не реабилитирован. Как раз недавно я тоже встретился с генералом Ивашовым, очень приятным человеком, большим патриотом русского народа. На эту тему с ним тоже разговаривал. Как раз когда я ему подарил новый талышский календарь, он там увидел фотографии Азии Асланова и удивился даже, что он дважды герой гвардии, генерал-майор, дважды герой Советского Союза. Я сказал ему, таких героев много талышей. Плохо, что вот русские не знают. Тут еще один момент есть. Вы представляете, вот сколько раз ранили Азии Асланова, но фашистская пуля не сразила его окончательно. Он не умер от фашистской пули. Против него был организован заговор. И вследствие заговора он был убит. К сожалению, своими же. Вот наши же люди организовали, советские люди организовали. Там много секретов, я не хочу сегодня говорить об этом, но это тоже очень такая показательная что-то для талышского народа. В конце я о чем хочу сказать. У нас в Талыше очень много стихов, поэм и песни есть про Азии Асланова. Я хочу закончить свое выступление вот одним куплетом из одного стихотворения. Сперва я вам расскажу его содержание на русском языке, потом, если позволите, на талышском языке я скажу этот куплет. Там говорится так. Гитлер был самым большим кабаном в мире, но удивительно, что мир был согласен с нами. Почему? Потому что перед нами был Азий. Такие сыновья были перед нами, возглавляли нас. Поэтому мы сыновья таких людей, как Азия Асланова. Поэтому гордимся, что мы талыши. Вот приблизительно так звучит. А на талышском языке звучит так. Гитлер хугом вазибе, даньо дьямар вазибе. Чаман навада хазибе. Жаго мердизориман. Ама конuşuyorman. Сейчас хотелось бы пригласить сюда общественного деятеля. Нет. Сейчас хотелось бы посмотреть на экран.